Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В республике осуществляет свою деятельность якутское отделение общероссийской организации «Общее дело». Организация реализует ряд проектов, в том числе по снижению преступности среди молодежи. Какие успехи достигнуты в этом направлении, расскажет наш сегодняшний гость. С нами на связи Юрий Жигусов, руководитель научно-исследовательского направления якутского отделения общероссийской общественной организации «Общее дело». Юрий Иннокентьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какие цели и задачи решает общественная организация «Общее дело», когда она появилась и насколько популярна в Якутии? Организация «Общее дело» у нас, в нашей республике, она появилась в 2018 году. Главная цель нашей организации является профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. То есть мы работаем на профилактику. Основное направление – это профилактика потребления психоактивных веществ, развитие духовности, развитие молодежи. То есть мы работаем на опережение. Мы воспитываем здоровую молодежь. Ну, вот как раз одно из направлений организации «Общее дело» – это профилактика преступности среди детей и молодежи. Что делается в этом направлении и какова на сегодня ситуация у нас в республике с молодежной преступностью? Профилактика преступности нами проводится опосредованно через проведение различных мероприятий, лекций, конкурсов и так далее. В основном «Общее дело» проводит работу со школьниками, со студентами. Проводятся лекции о вреде алкоголя, табака и других наркотиков. Тем самым мы отдаляем, делаем профилактику, проводим профилактику. Ведь вообще, если взять статистику преступности, более половины преступлений у нас совершается в состоянии алкогольного опьянения. Тем самым мы, проводя такую работу о вреде алкоголя и других наркотиков, мы тем самым снижаем преступность среди молодежи. И большинство преступлений, вообще такая значимая часть, оно совершается представителями тех людей, которые выросли в неблагополучных семьях. А неблагополучные семьи – это в основном те семьи, которые потребляют алкоголь. И таким образом в этой среде вырастают неблагополучные люди, которые совершают преступления. И тем самым мы, проводя профилактику, мы снижаем показатели преступности. О факторах мы с вами поговорили, но есть еще и влияние современных субкультур. Как на молодежь влияет, в частности, движение АУЕ? Движение АУЕ, оно было сейчас в данное время запрещено. В 2020 году оно внесено в реестр экстремистских организаций Республики Саха. Движение арестантские Укулати-1, влияние не было таким большим, как в других регионах. Запретом этой организации у нас вообще, можно сказать, эта организация, вообще движение АУЕ, влияние на молодежь, оно минимальное. Как правило, этому движению подвержены неблагополучная часть молодежи, которая не так много в нашей республике. Известно, что 21 век – век технологий. Влияет ли распространение интернета и гаджетов на рост преступности среди молодежи? Я бы сказал наоборот, да. Есть, конечно, риск втягивания молодежи в противоправную деятельность с использованием высоких технологий. Это киберпреступность, как называемая, да. Но в данное время, наоборот, эта гаджетизация, интернетизация, оно поспособствовало снижению преступности. Потому что
Молодежь сейчас, оно сидит в интернете. Ушло, как говорится, в виртуальное пространство. Там играют, там знакомятся, там фильмы просматривают. Если раньше молодежь в основном ходила на дискотеки, вообще вот тусовалась во дворах, да, и где в основном появлялись такие ситуации криминогенные для совершения преступлений, то сейчас молодежь в основном как бы атомизировалась. Но с одной стороны это тоже не очень хорошо, да. И вот эта гаджетизация, вот, и уход молодежи в интернете, она способствовала снижению преступности. Но в то же время есть, конечно, вот очень много появилось движений деструктивных, которые могут негативно повлиять на вот молодежь. Те же вот колумбайнеры, те же вот наркотические какие-то вот группы самоубийств и такие другие ваши такие деструктивные движения. Они, конечно, могут повлиять на молодежь отрицательно. Ну, на это надо работать с упреждением. Короче, проводить такие лекции, проводить информационную работу, чтобы минимизировать действие интернета на молодежь. Да, действительно, киберпреступления – это одна из актуальных проблем нашей современности. Как вы думаете, насколько активно может быть вовлечена в такого рода преступления молодежь именно нашего региона? Ну, если взять наш регион, вообще вот вовлечение в киберпреступность – это всегда такая вот организованная преступность, да? Здесь четко распределены роли, там требуется так называемый вот криминальный профессионализм. Здесь в интернет киберпреступность в одиночке практически невозможно, да? Как говорится, киберпреступность не может быть такой высокой, как, допустим, 90-е, начало 2000-х годах, когда молодежь массово вот вовлекалась в такую бытовую преступность. Вот. Может быть, такие единичные случаи вовлечения, такие, да? Не такие массовые, но они возможны. Тогда давайте поищем положительные моменты. Как же противостоять преступности среди молодежи? Ну, сейчас надо проводить такую государственную массовую работу, которая должна направить такую энергию молодежи в позитивное русло. Если молодежи не заниматься, если молодежь будет заброшена, то она, как правило, втягивает в том числе и преступную деятельность. В первую очередь надо проводить вообще самый высокий, как говорится, риск – это втягивание молодежи в наркоманию, употребление психоактивных веществ, потребление алкоголя. Это самая такая большая проблема, я так бы сказать. У нас достигнуты определенные успехи. Раньше, если взять в 2007 году, доля преступности молодежи была 60%. А по данным 2020 года, оно сейчас опустилось до 35%. То есть молодежная преступность, она снижается. Это позитивный тренд. Вот этот тренд надо хорошо поддерживать. Поддерживать общественные организации, которые этим занимаются с молодежью. И должна быть такая идеология молодежи, для молодежи, которая направляла бы энергию в позитивное русло, а не в деструктивное. Осмелюсь предположить, что и организация «Общее дело» вносит внушительный вклад как раз-таки в эту деятельность. Мы работаем не с последствиями, а мы работаем на такое упреждение, да? Мы проводим профилактику. Это самая эффективная мера. Пока молодежь, она трезвая, пока она чистая, пока она не вовлечена в такие плохие, деструктивные
движение, деструктивное поведение. Тогда давайте уделим немного внимания и организации «Общее дело». Кто члены этой организации? Может ли вступить туда молодежь? И что нужно сделать для того, чтобы к вам присоединиться? Ну, наши двери открыты. Нам, если человек, любой человек, независимо от возраста, он может к нам присоединиться, влиться в нашу работу. Ну, членами нашей организации являются вот такие люди, патриоты, которые реализуют проекты, которые приносят пользу обществу, приносят пользу молодежи. И очень много у нас волонтерских проектов. Вообще вот в нашем движении принимает участие очень много молодежи. Благодарю вас, Юрий Иннокентьевич, за содержательную беседу. Возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. До свидания. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.